Маш Долса, Хамсиногу. Здравствуйте, мои дорогие друзья. С вами снова Лейла, и вы на канале Как-то так у Лейлы. К сожалению, забыла микрофон. Короче, мы собрались. У нас есть группа, которой я часто говорю. Группа кулинаров, девочек, женщин, которые готовят на заказы. Мы сегодня собрались у одной из них. И вот такая вот у нас встреча. ديك خلبي زنبوع جاز كنتوري فرح ديش حبيح كش إيش تاخذ حدا اللي شيء ما أدري حش بين النوع إيش خنا ما سخانة تخشي نالي يقعد محتاج الحش موضوع شاني شو نالي يقعد المكان ديك اللي شو نسي ما المدات الأخوة شو تحس شو يقول كذا ده حد يحكي شو سونج أو خسر بيرياس خلشان ما يلحقوا لا شيء ليزلي مو مقولش تحنينا Так, ну что, мои дорогие, еще раз здравствуйте. Сегодня новый день. Вы только что посмотрели, небольшой кусочек нашей встречи вчерашней. Как я вам сказала, встреча была нас, женщин, которые мы в группе в WhatsApp, кулинаров, которые готовят на продажу. Кто-то полуфабрикаты делает, кто-то готовую еду, кто-то на свадьбу заказывает, кто-то торты. Все, увлеченные вот именно готовкой женщины. Но среди нас есть в группе и те, кто не готовит на заказы, а просто любит готовить. И мы вчера так хорошо провели день, вы просто не поверите. Мы почти год вместе общаемся, мы друг друга некоторые совсем не видели. Меня, конечно, не видели, потому что я почти каждый день на ютубе. Но мы их практически некоторых вообще не видели. Некоторых еще по фотографиям знали, кто и как. К сожалению, мы не смогли все собраться, вся группа. Нас было только 8, 9-я хозяйка. Но это было что-то. Действительно, мы сегодня целый день и вчера, и сегодня целый день на эмоциях, целый день в этой группе общаемся. Хотя мне сегодня было уже времени очень мало. Нас так встретили, хотя мы уже, было все спонтанно. И собрались мы спонтанно. Буквально в течение 2 дней, за 2 дня до того, как мы поедем туда, мы все это решили. Мы очень просили хозяйку, чтобы она не тратилась, чтобы она ничего такого лишнего не готовила. Но, как вы видели, стол ломился, и это на столе еще не все, что нам было подано. Нам потом в горячем виде поднесли хинкали, в горячем виде были принесены манты. Изумительные самсушки были. Это было что-то, друзья. Такую вкусную самсу я сколько себя помню, столько и не ела. Даже сейчас я говорю, у меня прям во рту уже как-то этот вкус не уходит. Это было что-то. Действительно, я вчера, конечно, по полной программе сорвала свою диету. Хотя я старалась поесть все, но понемногу, но тем не менее, на желудок, который 3 месяца практически не видел такой пищи, вчера он у меня не сработал. Но попробовать хотелось буквально все, потому что действительно узнать, какой вкус у ее еды, оно и так вот прям вот притягивало все. Почти все я попробовала, но мне было так плохо. Трогаю микрофон. Мне было вчера очень плохо. Мне было очень хорошо, когда мы сидели там, но когда я приехала домой, ужасная головная боль и ужасная боль в желудке. Мой желудок не выдержал такого приема пищи.
когда я настолько на большом дефиците калорий, когда я все взвешиваю и по граммам только ем, а тут еще и мучное, и то, и все, короче говоря, это было что-то. Ну, я эту проблему решила, и таблетку инзистала выпила, и от головной боли выпила, и решила все-таки, наверное, похожу, будет лучше. Там смогла 4000 шагов находить, стало действительно лучше, легла. И утром уже прочитала все, что они писали в группе. Сегодня почти полдня тоже была и в группе с ними общалась. Действительно, мы еще на эмоциях. Это было что-то. Мясо, которое просто таяло во рту, баранина приготовленная, настолько было это вкусно. Никогда такой вкуснятины я не ела. И вот, как я сказала, эти самса это приготовленное, ну, вообще все, что она приготовила, было приготовлено настолько вкусно, с любовью, и нас так встретили. Ну, просто вот эта встреча была неописуемая. И мы теперь надеемся, что мы будем встречаться чаще. А так мы в группе практически каждый день. Мы делимся, мы общаемся, мы помогаем друг другу. Действительно, мы стали сестрами. Мы поддерживаем друг друга. Практически все о наших семьях даже знаем. Ну, вот так вот рассказала вам о моей группе в WhatsApp девочек-кулинаров. Ну, как вы поняли, девочки из Ингушетии, потому что мне иногда в WhatsApp пишут: присоедините меня в эту группу. Они думают, что вот именно группа подписчиц, хотя они тоже являются моими подписчицами. Ну вот, как-то так. И сегодня я еще позавчера в одной комнате покрасила, начала красить стены и потолки, эмульсии. Там у меня не будет обоев, а просто всегда была покраска такая белая. И сегодня после обеда покрасила во второй комнате. Теперь у меня осталась еще одна комната. Ну, пройтись один раз все-таки надо будет сделать 2 раза покрытие, потому что шпаклевка нехорошо скрывается. Чтобы было красиво, нужно будет мне еще раз покрасить. Целый день не мыла посуду, готовила утром обед, все, как, по-моему, видно немножко. Сейчас перемыла всю посуду, все убрала. И думаю, сделаю манты, потому что у меня нет вообще запаса мант. И все-таки ролик нужно выпустить, потому что вчерашнюю встречу тоже хочется хоть хотя бы момент маленький, чтобы вы посмотрели. Сейчас буду замешивать тесто, делать манты. Пожарила котлеты на ужин. Ибрагим пришел только что, мы с ним очень... Я с ним смеялась. Так, сейчас вам покажу. Нажарила вот таких вот котлет. И он сидит, говорит: мам, говорит, такие котлеты, говорит, вкусные. Тут, говорит, в меру все. И соль, и острота, и лук. Ну, говорит, просто, говорит, объедение. А потом сидите, или я очень голодная. Я говорю, вот этого вот не надо было говорить. Долго с ним смеялись. Очень приятно, когда, хоть даже если домашние говорят, что понравилось, что это вкусно, бывает очень приятно. Тем более, когда мы даже вчера это говорили, когда заказчик долго не говорит, забирает еду и долго не говорит, понравилось или не понравилось, мы почти все одинаково нервничаем. И вчера мы так тоже об этом поговорили, и дочка хозяйки говорит, хозяйку нашу зовут Ашат, она говорит, если бы, говорит, не было вкусно, то они бы сразу позвонили, если не звонят, не пишут, значит все вкусно. Короче, вот так вот, и вот так вот на эмоциях прошли вчерашний, сегодняшний день. Мы еще решили дальше собираться вот так вот потихонечку. Вообще мы хотели где-то здесь сделать встречу где-нибудь в ресторане, в кафешке, посидеть спокойно как-то, да, вот. А потом раз и спонтанно решили у одной из нас собраться. Вот. И зачем эти рестораны, да? Вот так вот собрались. Было очень, очень было интересно. Приехали ее дочки, приехали ее сестры, внучки ее там были. Это вообще такое уважение с их стороны, что вот так вот даже сестры и дочки приехали. Короче, вот так вот мы шикарно вчера провели время. Все-таки это очень здорово встречаться, общаться, поддерживать родственные связи, связи друзей. Это просто действительно здорово.
ты немножко даже вот как-то расслабляешься, успокаиваешься и от негатива, и от плохого, и от всего-всего. Ты на какое-то время все забываешь. А негатива в этой жизни все-таки много. Вот так вот. И только что мне звонит сын и говорит: мам, у нас есть тыква? Я говорю: есть. Я, говорит, хочу с тыквой пирожки. Ну, не пирожки, а лепешки, хенглыш. Так что мне, наверное, чуть-чуть попозже придется и хенглыш готовить. А пока он еще едет домой с работы, я думала, котлеты сделала, пюрешку сделала, все, на ужин больше ничего не надо. Ну, раз он хочет, будем делать и хенглыш. Сейчас быстро замешу тесто, все-таки манты сделаю, а то вдруг будет заказ, а у меня нет готовых мант. У меня, в принципе, и пельменей нет, но сегодня все-таки сделаю манты, потому что немножко пораньше. Пельмени лепить долговато, а манты быстро лепятся. И нужно отдохнуть и лечь, потому что, как я сказала, я сегодня и красила, и там мыла полы, и окна мыла, потому что все у меня стояло после этой шпаклевки. Все заляпанное стояло, у меня никак не доходили руки. Но вот на этот раз решила все-таки взяться за эти комнаты быстрее и сделать все. И сегодня уже, скорее всего, я точно не знаю во сколько, может быть, уже сел. Приезжает мой сын, сегодня сел или садится на поезд, не знаю. Короче говоря, послезавтра будет мой сын тоже дома. Это тоже вдохновляет, потому что вся семья будет в сборе. Мы давно ждем этого момента, потому что он уже третий, по-моему, или второй или третий месяц. Вот сейчас, вот сейчас приеду, вот потом приеду, и вот так вот мы ждем, никак его не дождемся. Вот так вот, мои дорогие, немножко с вами поговорила. В принципе, вышла с вами и на связь, чтобы просто поговорить, чтобы вы меня не теряли. Ну, в эти дни у меня, может быть, не будет таких вот съемок, потому что с ремонтом все-таки это все занимает очень много времени. Ну вот, друзья, сейчас я поставлю тестомес. Сначала смажу растительным маслом. Так, у меня были вопросы насчет того, что если, ну, короче, там кто-то не добавляет масла в тесто, как поведет себя тестомес. Я не могу вам это сказать, потому что я всегда добавляю растительное масло в тесто. Не пробовала, ну и не хочу пробовать, потому что мне это не нужно. Так что я не знаю. Раньше, конечно, не добавлялось растительное масло. Вот раньше, совсем раньше, когда я делала тесто, ну, для себя дома, никогда не добавляла масло. Это уже в последнее время, это новое что-то. Обычно как? Яйцо добавляется, вода и все. Это вот в последние времена такое пошло, что добавляют растительное масло, что и на кипятке готовят. Раньше этого не делалось, это однозначно. Так, я взвесила муку, друзья. Пока 1,5 килограмма. Вообще у меня тесто 2 килограмма муки, литр воды, но я литр не добавляю. Или 900, иногда даже 800 грамм только, потому что мне не нужно мягкое тесто, мне нужно, чтобы оно было хорошее, потому что у меня тестомес. А кто вручную делает, все-таки лучше, скорее всего, добавлять литр. Для них оно бывает слишком крутым. Так, сейчас еще взвешу полкилограмма, чтобы было готово. Так, все. Так. Так, ой, я не подсоединила к стабилизатору. Все, теперь запустим нашу машину.
5 столовых ложек масла. И минуты 2-3 не буду пока открывать, а потом уже открою и уже открою, чтобы оно замешивалось. Так, ну вот так вот выну теперь. Тесто, оно уже готово. Все-таки мне кажется, что немножко меня током бьет. Заземления нет. Выключила из сети. Не перемешивать, не месить, ничего я уже не буду делать. Оно практически готово. Просто минут 10-15 оно у меня полежит, пока я приготовлю фарш. И оно готово к работе. Так, ну что, мои дорогие, давайте работать дальше. Значит, лук. У меня тут килограмм лука, килограмм фарша. Я его заранее вынула, пока я красила. Оно у меня разморозилось. Мясо, вы видите, совершенно у меня постное. И 250 грамм жира. Жир у меня был пропущен через мясорубку. Сейчас я вам покажу. Вот так вот. А я еще перебила блендером. Он, получается, более лучше перемешивается. Нормально. Так, значит, 30 грамм соли. Взвесила. И черный перец, красный перец по вкусу. Сейчас добавим. Так. Что-то у меня и сегодня голова болит, наверное. Еще от вчерашнего, да? Так. Сейчас тщательно перемешаем, потом добавлю воды. Лук можно до того, как не можно, а даже нужно немножко так пожмякать отдельно. Чтобы он был помягче. Так, ну что, добавим водички. Где-то 300 миллилитров. Тщательно перемешаем, и пусть немножечко постоит фарш тоже. Пока мы сейчас будем перемешивать тесто. И можно, знаете как, немножко переложить в чашку, а остальное оставлять в холодильнике, чтобы как-то жидкость не отделялась, если в комнате тепло. Все, теперь займемся тестом. Так, тесто полежало, видите, оно прекрасное. Никакой муки не нужно. Как раз такое, которое нужно и для теста раскатки. И в принципе я такой же консистенции всегда и для со скалкой, когда работала, делала. Потому что форму держат манты. И дело в том, что мука все-таки немножко полежит тесто, оно все равно становится помягче. Так.
Стульчик у меня порвался, лучше переложить сюда. Такие вот кулечки делают. Вот его туда завернула, тоже порвался сразу же. Слишком тонкие делают кульки. Так. Так, ну вот. Теперь вот так вот пропустим через тесто-раскатку. И вот так вырежем наши кружочки. Диаметр, я уже говорила, 12 сантиметров. Вот это вот ведерочко. Обрезки, конечно, тоже пойдут снова в дело. Так, звонил сын. Он еще на поезд не сел. Около 11, по-моему, поезд Москва-Назрань. Послезавтра утром уже будет дома. По-моему, я сказала, что Данзила завтра обещалась тоже приехать. Не знаю, младшая приедет или нет. Ну, завтра вообще-то она, конечно, приедет с детьми. Но не знаю, завтра. Так, малыша буквально, я, по-моему, говорила, минуту я видела. Они позавчера просто заехали, чтобы забрать кое-какие вещи. Ну так, по видеосвязи, конечно, каждый день мы видим и малыша, и Мухаммеда. Потихонечку Мухаммед привыкает к братику. Мадина говорит, сначала, говорит, приласкает, поцелует, а потом как даст, говорит, чтобы не обольщался. Ну, первое время так вообще страшно ревновал, конечно. Это было что-то. И теперь более-менее успокоился. Так, оказывается, когда, помните, я говорила, что у него поднималась температура, у него, оказывается, лезли клыки, вылезли клыки, поэтому температурила. Я боялась, что это простуда. И там мне было написано, что я дала парацетамол. Конечно, я знаю, что до 38 градусов температуру сбивать не надо, это однозначно. Но так, не видно, что я делаю. Но я настолько перепугалась, что все-таки просто для перестраховки дала парацетамол. И было написано, что еще и парацетамол детям нельзя. Но это был детский парацетамол, суспензия. И там даже до года написано в аннотации, что можно. Не знаю. Ну, конечно, лекарства лучше не давать, это однозначно. Чем меньше давать, тем лучше. Но я просто ему даже дала, чтобы как бы успокаивающее, обезболивающее, потому что он был такой у меня вяленький, уставший, с уставшими глазами, побоялась, что у него все-таки простуда идет. А у него, оказалось, лезут клыки. Так, по-моему, просто так.
Переубедила я сына сегодня не делать лепешки с тыквой, потому что котлеты есть. Буду ему утром. Обещала сделать утром обязательно. Да, скорее всего, и себе сделаю из цельнозерновой муки завтра на завтрак. Тоже хочу. Тыква у меня вареная есть на разделке. Сегодня разморозить поставлю, чтобы утром была готова. Так вот. Так, ну что, мои дорогие, я почти закончила. Это последний фарш, последние манты сегодня. 4-й лоточек. Я даже не занесла туда, потому что делаю быстренько. Манты быстро, как я сказала, делаются очень быстро. Это с пельменями возни больше. А манты буквально полчаса и готовы. Конечно, когда вот такие вот помощники, как у меня, что тестомес, что тестораскатка, что овощерезка, это все ускоряет процесс лепки мант. Вот пельмени немножко подольше. Ну, завтра, может быть, пельмени сделаю, а может и нет. Посмотрим. Делов много, работы много. Я одна. Все будем делать потихонечку, по мере поступления. Так, поставила молочко. Маме кашу варить. Закипело. Не знаю, мне мое тесто нравится. Я не очень люблю тесто на кипятке, хоть его и хвалят. Хотя вот у Ашат было все эти и манты, и хинкали. Хинкали не могу сказать. Манты были на кипятке, но манты я не пробовала, потому что я небольшая любительница мант. А хинкали на холодной воде, она сказала, делает. Я не люблю манты. Вообще у нас в семье не очень-то манты уважают. Любят пельмени больше. Но заказывают больше манты. Так. Ну вот. Манты готовы. Заказывайте, кто живет в Ингушетии. На этом я сегодняшний свой влог, друзья, закончу. Всех благ вам, мира и благоденствия. Мяш дахалч.